На дорогах Якутии появилось большое количество скутеров и мотоциклов, которые представляют для всех участников дорожного движения опасность. Кроме этого, ими часто управляют лица, не достигшие 16-летнего возраста. Надо добавить, что в Ленске на сегодняшний день уже совершено ДТП с участием мотоциклистов. Во избежание подобных ситуаций инспекторами ДПС проводятся еженедельные рейды. Заботливые родители пытаются угодить своему ребенку, приобретая красивое, но в то же время опасное для жизни и здоровья средства передвижения. Скутерами и мотоциклами управляют лица, начиная с 14 лет, а то и меньше. Хотя закон разрешает управлять таким транспортом только лицам, достигшим 16-летнего возраста. Однако родители об этом совсем забывают и вспоминают только тогда, когда происходит какое-либо дорожно-транспортное происшествие. Так, для контроля над данной ситуацией инспекторами ГИБДД был проведен очередной рейд, приуроченный к акции «Внимание, дети». Командир взвода, для того, чтобы, как говорится, не выделяться из толпы, сев на своего железного коня, колесил по городу, выявляя мотоциклистов, нарушающих правила дорожного движения. Как результат, 6 правонарушений. Все транспортные средства поставлены на штрафстоянку. На 2 родителей составлены административные материалы по статье части 3, по статье 12.7 Кодекса административных правонарушений за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения, где предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Так уж повелось, что, сев за скутер, мопед или мотоцикл, ребята пытаются продемонстрировать перед своими сверстниками свое мастерство управления железным конем. Они то и дело выезжают на проезжую часть и не соблюдают правила дорожного движения. В частности, среди наиболее частых правонарушений водителей скутеров и мотоциклов – это управление транспортом без специального шлема, передвижение с помощью одной руки и соблюдение оптимального скоростного режима, перевозка пассажиров без специальных шлемов и предоставление преимущества другим участникам дорожного движения, а также отсутствие каких-либо документов. Все вышесказанные нарушения подростков, управляющих скутерами и мотоциклами, зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, конечно, остается на высоком уровне. Совсем недавно, 5 мая, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, где пострадало 2 несовершеннолетних детей. Чтобы не допустить подобных случаев, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать ряд несложных правил. Соблюдать правила безопасности во время передвижения по проезжей части дороги, использовать специальные средства защиты, в том числе и мотошлемы, с целью сохранности жизни, здоровья и снижения тяжести телесных повреждений в случае аварии. Светлана Балеева, Александр Захария, НВК Саха, Ленск.